А может, не стоит шутить, не стоит смеяться и плакать, кричать о великой любви в пространствах, лишенных любви. Звеня обрывается нить, капель превращается в слякоть, смеркается, как ни зови, смеркается, как ни зови. Конечно же, все это зря, не катит божественный случай. На свет надвигается тьма, темней самых темных ночей. И те, для кого ты писал, от песен не сделались лучше, и меньше не стало дерьма, придурков и сволочей. Ну ладно, раз пошли по посвящениям. Посвящение Михаилу Жванецкому. Я живу, как хочу, я тугой на ухо, трудно жить скрипачу с абсолютным слухом. Все кругом мимо нот, выше или ниже, слышит он тех, кто врет, там, где я не слышу. Слышит он всех, кто врет, а вот я не слышу. Нос заткнуть, веки сжать, и ни черта не видно, а от звуков не сбежать, ухо беззащитно. Жизнь его среди нас чисто наказание, ведь любовь диссонанс, для него страдание. Ведь любовь диссонанс, для него страдание. Это хорошая записка первая. Правда, что Путин помирился с вами, и вы летели сегодня в самолете вместе? Ну, во-первых, Путин со мной не ссорился лично, и я с ним тоже. Во-вторых, он на своем самолете. Я на своем. Разговор с соотечественником. Ну, еще по одной, и намылимся спать. Что это нынче безрадостно пьется? Не врубай только ящик, там гонят опять. Что же ночью-то, сука, не имется? Вот налей, скажи мне, ну что за херня? Год промчался, и что с нами стало? Да у тебя ж самого под Херсоном родня. Ну чё тебе там не хватало? Мы в Сочах засандалили все в полный рост, и планета нам рукоплескала. Мы почти дотянулись рукою до звезд. Тут нежданно шлея попадает под хвост. Но кому там чего не хватало? Я и сам по Гурзуфу гулял, и не раз, юный, пьяный, с друзьями своими. Помню, в море какашки, в стаканах Кавказ. Но чё-то забыл в этом Крыме. Потом мы стали старыми, солидными, усталыми. В гостях уже все хуже нам, а дома хорошо. Забыв о днях загубленных, нашли себе возлюбленных. А я вот как не пыжился, да так и не нашел. Был связан дружбой близкою с моделью, да с артисткою. Но вспоминал, как правило, под утро на заре, что счастье — это фантики, коробочки под стеклышком 100 лет назад зарытые под вишней во дворе. Да, счастье — это фантики, в
коробочке под стеклышком 100 лет назад зарытые, забытые подвижки во дворе. Какой вы видите Россию через 10 лет? Вы знаете, события настолько ускоряются, время настолько уплотняется вот в геометрической прогрессии буквально, что мне трудно себе представить, как будет выглядеть мир через год. А 10 лет – это что-то такое недостижимое для моих фантазий. Я, во всяком случае, очень хочу, чтобы эта ужасная история с Украиной закончилась. Не знаю, приведут ли к чему-нибудь сегодняшние переговоры, но очень-очень на это надеюсь. Хотя, говорят, надежда невелика. Но вот это как раз про это. Надежда есть всегда. Потому что если бы надежды не было, я бы, наверное, вообще всем этим не занимался. И когда вновь и вновь умирает любовь, остаются мечта и надежда. А мечта, не снижая полета, до заветной, до цели достав, а достав, воплотилась во что-то, но мечтой уже быть перестала. И осталась надежда последней, по дороге придет, как и прежде. Пусть умрут вновь и вновь, и мечта, и любовь, остается в живых лишь надежда. А сегодня окончены сроки, всем обещано дивное лето. Отчего же мы так одиноки? Отчего нас разносит по свету только в самых далеких пределах? Одного я прошу, как и прежде, чтобы жить и дышать, и любить, и мечтать. Пусть меня не оставит надежда. Вы считаете себя умным, мудрым или счастливым человеком? А почему вы считаете, что одно другое исключает? Я здесь не вижу противоречий. Нет, я надеюсь, что у меня чувство юмора спасает от всяких фанаберий. Видел я и мудрых. Смолчать не хватило силы, а им-то хватило силы. Ну, чего ты распелся, милый? Ну, кто же тебя просил? И словно через подушку во избежание смут желают терпения на ушко и руку украдкой жмут. Мол, ты нам надежду даешь в этот недобрый час. Скажи им в глаза, товарищ, отдуйся за всех за нас. Давай, с тебя не убудет, ты вытащил свой билет. А мы-то простые люди, а с нас-то и спросу нет. И в этом беззвучном гаме под пение неслышных труб время ходит кругами и пробует нас на зуб. Андрей, вы много путешествуете. Какое самое любимое или нелюбимое место на планете Земля у вас? Где бы вы посоветовали побывать обязательно? Здесь очень трудно давать советы, потому что я не знаю, что именно вас интересует. Кто-то любит ходить по пустыне, кто-то мечтает к Северному полюсу дойти, кто-то любит джунгли, кто-то опускается под воду, кто-то ходит в горы. Я не могу назвать какое-то любимое место на Земле, потому что жизнь очень короткая штука, и жалко тратить ее на то, чтобы несколько раз возвращаться в одно и то же место.
каким бы прекрасным оно ни было, потому что в конце жизни ты поймешь, что еще очень многого не увидел. Вот мне интереснее увидеть что-то, чего я не видел раньше. Хватит о дальнем береге, хватит про новый свет. Нет никакой Америки, до Европы нет. Коль рождены на севере, здесь нам и доживать. Будем то, что посеяно, сами и пожинать. Будем среди людей своих, близких, искать людей и хоронить друзей своих, и поднимать детей в кухнях в Москве и Питере, вновь до зари говорить, снова хаять правителей, снова себя хвалить. С кем там опять истерика? Время держать ответ. Нет турецкого берега, и Африки тоже нет, а нам бедой не научены. Все, проводив корабли, слышать голос измученной, странно родной земли, тихую песню измученной, странно родной земли. Когда низги не видать вокруг, и ветер ревет такой, что кожу матросам сдирает с рук, просоленную пенькой. Когда сошел с ума океан, уйти уже не успеть, матросы, видя, что дело дрянь, вдруг начинают петь. За свистом ветра не слышно слов, и шквал сорвал паруса, но что-то их заставляет вновь и вновь сплетать голоса. Но вот волной достал луну, шпангоут выплюнул медь, и все же, даже идя ко дну, они продолжают петь. А утром штиль, на песке роса, и купол небес высок. И их голоса ушли в небеса, словно вода в песок, и лямку тянет за веком век, но время не властно тут. Проснешься, не поднимая век, и слышно, они поют. Я по горло в делах, а меня зовут. Вновь зовут. Голоса, как заметил БГ, все строже. Скоро им надоест, и за мной придут. Где поселишь душу мою, правый Боже? Нет, я знаю, просить ни о чем нельзя, все по мере дел, добра и таланта. Но хочу туда, где мои друзья. Там один поэт и два музыканта. Мы с поэтом вдвоем могли бы расстараться и восславить небо от края до края. А с музыкантами я поиграл на танцах. По субботам. На женской половине рая. Когда откричат крикуны, а бандиты положат друг друга, а правительство свергнет с себя, и некого станет винить, я оставлю остатки страны и уеду далеко отсюда в тропические моря. Достойно и медленно жить.
Там место для одного, там путь к роднику короткий, там нет никаких новостей, туда не доставят газет. И нужно всего ничего, простая и легкая лодка и маленький дом на горе, чтоб видеть закат и рассвет. И в час, когда рухнет крыша над вашим домом безмозглым, из черной пасти вселенной потянет вниз холодком. Навряд ли я вас услышу, я верю рулю и веснам, и южный ласковый ветер играет моим челноком. Навряд ли я вас услышу, я верю рулю и веслам, и южный ласковый ветер играет моим челноком. Меня очень не любят эстеты, мол, какой-то он стал не такой, мол, судьбу бунтаря и поэта променял на колпак поварской. За то, что я не подвержен зажимам и с унисексом, увы, не дружу, и почти не воюю с режимами, и совсем не курю, а ношу. И что, согласно традиции русской, помереть раньше срока не смог, и все рвался с тропиночки узкой, по которой ползет русский рок. Отвечаю им всем при народе, что за долгие годы и дни, уж если я и мечтал о свободе, то в том числе этой болтовни. И всегда, если мог, избавлялся от того, что мешало ходьбе, и при этом собой оставался, и гулял только сам по себе, и не спросясь у эстетов совета, сам решал, куда плыть кораблю. Меня очень не любят эстеты за это, я их тоже не очень люблю. Андрей, у вас много песен про море. У вас есть яхта? Вы выходите в море? Я всегда испытываю совершенно особенное чувство. Несколько раз испытывал, когда в Балаклаве, в Балаклавской бухте, а там, ну, реально интересно есть места для нырялки, потому что эта бухта, давняя история, там стояли англичане в свое время, потом там стояли русские, и там на дне много чего любопытного лежит. Я там дружу с местными дайверами, и вот мы сидим на берегу, и проходит прогулочный катер, и оттуда в этот рупор, значит, громко вещают: мы проходим Балаклавскую бухту, справа на горе вилла Андрея Макаревича. Я так сижу, не скажешь ничего, им вот они плывут, люди фотографируют, смотрят. Нет, у меня нет яхты, нет самолета. Слава тебе, Господи. Виллу хоть сфотографировали? Вилла хорошая там есть, ничего. Живем в очень динамичное время. Россия год назад и сегодня, да, сегодняшний маразм — это небо и земля, это правда. Со стороны все всегда виднее. Знаете, даже изнутри видно, не обязательно со стороны. Изнутри тоже очень хорошо видно. Как вам Белоруссия? Я Белоруссию обожаю по нескольким причинам. Даже если не говорить о том, что вся моя родня по отцовской линии именно из Белоруссии, из западной. Просто я здесь часто бываю в гостях, а вы прекрасно понимаете, что когда ты приезжаешь в гости,
то тебе стараются показать и подарить самое лучшее, а внутренние свои проблемы прячут. Это естественно, мы тоже так поступаем. Поэтому я-то знаю Белоруссию с самой лучшей стороны. Для меня это какой-то совершенно рай, в смысле природы. Вот то, что природу вы сохраняете лучше, чем в России, это действительно так. И я так расстраиваюсь, когда я возвращаюсь обратно, и то, что у вас в 5 километрах от города, у нас надо ехать километров за 80, чтобы найти такое, и все равно будет загажено. Вот. К сожалению. Я в свое время тратил много сил и времени на то, чтобы это как-то, если не совсем остановить, но хотя бы уменьшить. Я подозреваю, что это у нас такое наследие от крови кочевников, которое нам досталось, а вам не досталось. Вы все-таки ближе к Европе в этом смысле. А кочевник гадит без сожаления, потому что утром он сядет на коня и поедет в новое место. Чего ему тут убираться? И это остается в генах, к сожалению. Андрей, вы очень хорошо выглядите. Да вы что? Гораздо лучше, чем в сюжетах НТВ. Ну, в НТВ что-то мне нарисуют. Андрей Владимирович, что для вас означает понятие русскость? Не знаю. Я никогда не задумывался над этими вещами. Также, что такое белорусскость, что такое английскость, я не очень это знаю. Наверное, это как раз то, что люди чувствуют, а словами это выразить невозможно. Это какое-то ощущение своей земли, своих предков, которые в этой земле лежат, своего воздуха, своих друзей, своего языка. Как вы воспринимаете свои песни в переводе на белорусскую мову? Поскольку белорусская мова, в общем, не очень далеко от российской, я, во всяком случае, могу видеть, могу понимать, насколько это далеко от оригинала, или насколько это близко к оригиналу. Вообще, когда ты видишь перевод того, что сделано на другой язык, это всегда приятно, это льстит твоему самолюбию. Значит, это где-то интересно за пределами твоей страны. Но с белорусской проще. Вот, когда я смотрю там песни, переведенные на иврит, например, я ничего не могу понять, и я не могу оценить качество. Мне говорят, вот эту песню хорошо перевели, а вот это не очень. Это говорят люди, которые знают 2 языка в равной степени. А я из этих 2 только 1, поэтому приходится верить на слово. Я, кстати, довольно давно перестал читать иностранную литературу, потому что у меня вдруг возникло ощущение, что я читаю не писателя, а переводчика. А язык – это все-таки музыка слов. И можно эту музыку очень здорово искалечить и самому того не заметить, если у тебя со слухом не очень хорошо. Поэтому лучше в оригинале. Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и за них не слышно никому своих друзей на
на самой близкой встрече давайте делать просто тишину. И мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне. Как верили, что главное придет, себя считали кем-то из земного и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро, без сомнения, пройдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, и вряд ли что-нибудь произойдет. А по улицам шли народы, в небесах трепетали стяги, кто-то снова кричал «Свобода!» и звенело в ответ «Ура!». И опять, словно встать казалось, победили добро и правда, победили добро и правда, победили добро и правда. А я сидел на железной шконке и не ждал к себе адвоката. Погуляли, чего уж будет, время к мамке сырой земле. И все думал, глупые люди, вы опять повелись на счастье. Вы увидите это счастье в белых тапочках на столе. Ах, вы бедные глупые люди, как легко вас купить на счастье. Вы увидите это счастье в белых тапочках на столе. Ваше пожелание для тех, кто слышал и любит ваше творчество с первых песен. Если с первых песен, то я вам желаю долголетия и здоровья. Наш путь к вершине бесконечно труден. То лбом об стену, то наоборот. К нам в Халуево приезжает Путин, чтобы увидеть, как живет народ. Народ в ключе такого поворота поднялся на великие дела. И церковь поменяла план работы, и исполком забил в колокола. Желдор вокзал настроили мгновенно, в буфете понаставили всего. Бармена заменили на бармена с погонами майора ФСО. Бомжей свезли на нары у параши, с центральных улиц выгребли навоз. Всех школьников одели в форму наших, на всякий случай вдруг задаст вопрос. По городу натыканы знамена, проверен дым над каждой трубой. И вся трава покрашена в зеленый, а небо безмятежно голубое. Всю ночь менты решали оргвопросы, друг другу наступая на мозоль. И до крови дрались единороссы, кому встречать и подносить хлеб-соль. Кому смешно, а вышло не до смеха. Элита на перроне собралась, вот только Путин так и не приехал, а жизнь уже почти что задалась. Мы всем портером плачем и не верим, что в записке было написано «Белоруссия». Говорите, пожалуйста, «Беларусь». Это важно, нам будет приятно. Я с удовольствием буду делать приятное и постараюсь себя переучить. Хотя, когда 40 лет говорили так, переучиться трудно. Я прошу на меня не обижаться, потому что, может быть, я не прав. Но мне кажется, что касаемо любой страны есть название на ее языке,
и есть название ее на других языках. Это как англичане бы стали на нас обижаться за то, что мы говорим не England, а Англия. Вот какого черта? Говорите England. А мне кажется, это не так принципиально, ведь важно понимать, что ты имеешь в виду. Я ничего оскорбительного в слове «Беларусь» я не слышу. Может быть, у вас это вызывает какие-то неприятные ассоциации с прошлым, но прошу простить. Вот, поверьте... Вас просили англичане хоть раз называть England? Нет. А мы просим. Вот и странно, понимаете? Я буду стараться. Ребята, если от этого ваша жизнь изменится, я готов следить. Приглашают ли вас сейчас в КВН? Нет, меня в КВН сейчас не приглашают. Я Александра Васильевича понимаю. Ему Путин подарил театр. Замечательный для КВН. У них не было помещения своего. Вот. А тут такая история началась с Украиной. Ну и он думает, что ему сейчас неудобно меня приглашать. В жюри я на него не обижаюсь за это. Андрей, вам не хочется уже уехать куда-то в домик у моря? Знаете что, я продолжаю себя ощущать совершенно свободным человеком, поэтому ровно в тот момент, когда мне это захочется сделать, я это сделаю. И я надеюсь, что никто мне не помешает. Пока, видимо, слишком много всего меня держат здесь, у себя дома, и у вас, и вообще в тех местах, где я бываю. Это мои друзья, это ощущение того, что, в общем, я не в пустоту это все пою, и я не хотел бы с этим расставаться. Пустым обещанием и сказкам не верьте, и спас не спасет от суммы до тюрьмы. Но жизни на свете чуть больше, чем смерти, и света на свете чуть больше, чем тьмы. Но жизни на свете чуть больше, чем смерти, и света на свете чуть больше, чем тьмы. И пусть испытание сулит нам дорога, пусть новым прогнозом пугают умы, но дьявола все же чуть меньше, чем Бога, и света на свете чуть больше, чем тьмы. Но дьявола все-таки меньше, чем Бога, и света на свете чуть больше, чем тьмы. Все отболит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит, ветер зовут, рассвет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит, если беда и если холода. Раз ночь длинна, жгут едва-едва, и берегут силы и трава, заря не шумят и не портят лес.
Появился вдруг чудак, этот чудак все сделает не так, и его костер завьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жарят дня, и Бог хранит меня. Тот был умней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас, но в этот час стало всем теплее. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль дня, и Бог хранит меня. Спасибо. А может, не стоит шутить, не стоит смеяться и плакать, кричать о великой любви в пространствах, лишенных любви. Звеня обрывается нить, капель превращается в слякоть, смеркается, как не зови. Смеркается, как не зови. Конечно же, все это зря. Не катит божественный случай, на свет надвигается тьма, темней самых темных ночей. И те, для кого ты писал, от песен не сделались лучше, и меньше не стало дерьма, придурков и сволочей. Ну ладно, раз пошли по посвящениям. Посвящение Михаилу Жванецкому. Я живу, как хочу, я тугой на ухо, трудно жить скрипачу с абсолютным слухом. Все кругом, мимо нот, выше или ниже, слышит он тех, кто врет, там, где я не слышу. Слышит он всех, кто врет, а вот я не слышу. Нос заткнуть, веки сжать, и ни черта не видно, а от звуков не сбежать, ухо беззащитно. Жизнь его среди нас чисто наказание, ведь любовь диссонанс, для него страдание. Ведь любовь диссонанс, для него страдание. Это хорошая записка первая. Правда, что Путин помирился с вами, и вы летели сегодня в самолете вместе? Ну, во-первых, Путин со мной не ссорился лично, и я с ним тоже. Во-вторых, он на своем самолете. Я на своем. Разговор с соотечественником.
Ну, еще по одной, и намылимся спать. Что это нынче безрадостно пьется? Не врубай только ящик, там гонят опять. Что же ночью-то, сука, не имется? Вот налей, скажи мне, ну что за херня? Год промчался, и что с нами стало? Да у тебя ж самого под Херсоном родня. Но чего тебе там не хватало? Мы в сачах засандалили всем в полный рост, и планета нам рукоплескала. Мы почти дотянулись рукою до звезд. Тут нежданно шлея попадает под хвост. Но кому там чего не хватало? Я и сам по Гурзуфу гулял, и не раз, юный, пьяный, с друзьями своими. Помню, в море какашки, в стаканах Кавказ. Но что-то забыл в этом Крыме. Потом мы стали старыми, солидными, усталыми. В гостях уже все хуже нам, а дома хорошо. Забыв о днях загубленных, нашли себе возлюбленных. А я вот как не пыжился, да так и не нашел. Был связан дружбой близкою с моделью, да с артисткою. Но вспоминал, как правило, под утро на заре, что счастье — это фантики в коробочке под стеклышком 100 лет назад зарытые под вишней во дворе. Да, счастье — это фантики в коробочке под стеклышком 100 лет назад зарытые, забытые под вишней во дворе. Какой вы видите Россию через 10 лет? Вы знаете, события настолько ускоряются, время настолько уплотняется вот в геометрической прогрессии буквально, что мне трудно себе представить, как будет выглядеть мир через год. А 10 лет – это что-то такое недостижимое для моих фантазий. Я, во всяком случае, очень хочу, чтобы эта ужасная история с Украиной закончилась. Не знаю, приведут ли к чему-нибудь сегодняшние переговоры, но очень-очень на это надеюсь. Хотя, говорят, надежда невелика. Но вот это как раз про это. Надежда есть всегда. Потому что если бы надежды не было, я бы, наверное, вообще всем этим не занимался. И когда вновь и вновь умирает любовь, остаются мечта и надежда. А мечта, не снижая полета, до заветной, до цели достав, а достав, воплотилась во что-то, но мечтой уже быть перестала. И осталась надежда последней, по дороге придет, как и прежде. Пусть умрут вновь и вновь, и мечта, и любовь, остается в живых лишь надежда. А сегодня окончены сроки, всем обещано дивное лето. Отчего же мы так одиноки, отчего нас разносит по свету только в самых далеких пределах? Одного я прошу, как и прежде, чтобы жить и дышать, и любить, и мечтать. Пусть меня не оставит надежда. Вы считаете себя умным, мудрым или счастливым человеком? А почему вы считаете, что одно другое исключает? Я здесь не вижу противоречий. Нет, я надеюсь, что у меня чувство юмора спасает от всяких фанаберий. Видел я и мудрых. Смолчать не хватило силы, а им-то хватило силы. Ну, что ты распелся, милый?
Но кто же тебя просил? И словно через подушку во избежание смут желают терпения на ушко и руку украдкой жмут. Мол, ты нам надежду даешь в этот недобрый час. Скажи им в глаза, товарищ, отдуйся со всех за нас. Давай, с тебя не убудет, ты вытащил свой билет. А мы-то простые люди, а с нас-то и спросу нет. И в этом беззвучном гале под пение неслышных труб время ходит кругами и пробует нас на зуб. Андрей, вы много путешествуете. Какое самое любимое или нелюбимое место на планете Земли, на планете Земля у вас? Где бы вы посоветовали побывать обязательно? Здесь очень трудно давать советы, потому что я не знаю, что именно вас интересует. Кто-то любит ходить по пустыне, кто-то мечтает к Северному полюсу дойти, кто-то любит джунгли, кто-то опускается под воду, кто-то ходит в горы. Я не могу назвать какое-то любимое место на Земле, потому что жизнь очень короткая штука, и жалко тратить ее на то, чтобы несколько раз возвращаться в одно и то же место, каким бы прекрасным оно ни было, потому что в конце жизни ты поймешь, что еще очень многого не увидел. Вот мне интереснее увидеть что-то, чего я не видел раньше. Хватит о дальнем береге, хватит про новый свет. Нет никакой Америки, до Европы нет. Коль рождены на севере, здесь нам и доживать. Будем то, что посеяно, сами и пожинать. Будем среди людей своих, близких, искать людей, и хоронить друзей своих, и поднимать детей в кухнях в Москве и Питере, вновь до зари говорить, снова хаять правителей, снова себя хвалить. С кем там опять истерика? Время держать ответ. Нет турецкого берега, и Африки тоже нет, а нам бедой не научены. Все, проводив корабли, слышать голос измученный странно родной земли, тихую песню измученной странно родной земли. Когда низги не видать вокруг, и ветер ревет такой, что кожу матросам сдирает с рук просоленную пенькой. Когда сошел с ума океан, уйти уже не успеть, матросы, видя, что дело дрянь, вдруг начинают петь. За свистом ветра не слышно слов, и шквал сорвал паруса, но что-то их заставляет вновь и вновь сплетать голоса. Но вот волной достал луну, шпангоут выплюнул медь, и все же, даже идя ко дну, они продолжают петь. А утром штиль, на песке роса, и купол небес высок. И их голоса ушли в небеса, словно вода в песок, и лямку тянет за веком век, но время не властно тут. Проснешься,
снова кричал «Свобода!» и звенела в ответ «Ура!». И опять, словно встать казалось, победили добро и правда, победили добро и правда, победили добро и правда. А я сидел на железной шконке и не ждал к себе адвоката. Погуляли, чего уж будет, время к мамке сырой земле. И все думал, глупые люди, вы опять повелись на счастье. Вы увидите это счастье в белых тапочках на столе. Ах, вы бедные глупые люди, как легко вас купить на счастье. Вы увидите это счастье в белых тапочках на столе. Ваше пожелание для тех, кто слышал и любит ваше творчество с первых песен. Если с первых песен, то я вам желаю долголетия и здоровья. Наш путь к вершине бесконечно труден. То лбом об стену, то наоборот. К нам в Халуево приезжает Путин, чтобы увидеть, как живет народ. Народ в ключе такого поворота поднялся на великие дела. И церковь поменяла план работы, и исполком забил в колокола. Желдор вокзал достроили мгновенно, в буфете понаставили всего. Бармена заменили на бармена с погонами майора ФСО. Бомжей свезли на нары у параши, с центральных улиц выгребли навоз. Всех школьников одели в форму наших, на всякий случай вдруг задаст вопрос. По городу натыканы знамена, проверен дым над каждой трубой. И вся трава покрашена в зеленый, а небо безмятежно голубое. Всю ночь менты решали оргвопросы, друг другу наступая на мозоль. И до крови дрались единороссы, кому встречать и подносить хлеб-соль. Кому смешно, а вышло не до смеха. Элита на перроне собралась, вот только Путин так и не приехал, а жизнь уже почти что задалась. Мы всем портером плачем и не верим, что в записке было написано «Белоруссия». Говорите, пожалуйста, «Беларусь». Это важно, нам будет приятно. Я с удовольствием буду делать приятное и постараюсь себя переучить. Хотя, когда 40 лет говорили так, переучиться трудно. Я прошу на меня не обижаться, потому что, может быть, я не прав. Но мне кажется, что касаемо любой страны есть название на ее языке и есть название ее на других языках. Это как англичане бы стали на нас обижаться за то, что мы говорим не England, а Англия. Вот какого черта? Говорите England. А мне кажется, это не так принципиально, ведь важно понимать, что ты имеешь в виду. Я ничего оскорбительного в слове «Беларусь» я не слышу. Может быть, у вас это вызывает какие-то неприятные ассоциации с прошлым, но прошу простить. Вот, поверьте... Вас просили англичане хоть раз вызывать England? Нет. А мы просим. Вот и странно, понимаете? Надо стараться. Ребята, если от этого ваша жизнь изменится, я готов следить. Приглашают ли вас сейчас в КВН? Нет, меня в КВН сейчас не приглашают. Я Александра Васильевича понимаю. Ему Путин подарил театр. Замечательный для КВН. У них не было помещения своего. Вот. А тут такая история началась с Украиной.
Ну и я так, он думает, что ему сейчас неудобно меня приглашать в жюри, я на него не обижаюсь за это. Андрей, вам не хочется уже уехать куда-то в домик у моря? Знаете что, я продолжаю себя ощущать совершенно свободным человеком, поэтому ровно в тот момент, когда мне это захочется сделать, я это сделаю. И я надеюсь, что никто мне не помешает. Пока, видимо, слишком много всего меня держат здесь, у себя дома, и у вас, и вообще в тех местах, где я бываю. Это мои друзья, это ощущение того, что, в общем, я не в пустоту это все пою, и я не хотел бы с этим расставаться. Пустым обещанием и сказкам не верьте, и спас не спасет от суммы до тюрьмы. Но жизни на свете чуть больше, чем смерти, и света на свете чуть больше, чем тьмы. Но жизни на... Не поднимая век, и слышно, они поют. Я по горло в делах, а меня зовут. Вновь зовут. Голоса, как заметил БГ, все строже. Скоро им надоест, и за мной придут. Где поселишь душу мою, правый Боже? Нет, я знаю, просить ни о чем нельзя, все по мере дел, добра и таланта. Но хочу туда, где мои друзья. Там один поэт и два музыканта. Мы с поэтом вдвоем могли бы расстараться и восславить небо от края до края. А с музыкантами я бы играл на танцах. По субботам. На женской половине рая. Когда откричат крикуны, а бандиты положат друг друга, а правительство свергнет с себя, и некого станет винить, я оставлю остатки страны и уеду далеко отсюда в тропические моря, достойно и медленно жить. Там место для одного, там путь к роднику короткий, там нет никаких новостей, туда не доставят газет, и нужно всего ничего, простая и легкая лодка, и маленький дом на горе, чтоб видеть закат и рассвет. И в час, когда рухнет крыша над вашим домом безмозглым, из черной пасти вселенной потянет вниз холодком, навряд ли я вас услышу, я верю рулю и веслам, и южный ласковый ветер играет моим челноком. Навряд ли я вас услышу, я верю рулю и веслам, и южный ласковый ветер играет моим челноком. Меня очень не любят эстеты, мол, какой-то он стал не такой, мол, судьбу бунтаря и поэта променял на колпак поварской.
за то, что я не подвержен зажимам, и с унисексом, увы, не дружу, и почти не воюю с режимами, и совсем не курю, а ношу. И что, согласно традиции русской, помереть раньше срока не смог, и все рвался с тропиночки узкой, по которой ползет русский рок. Отвечаю им всем при народе, что за долгие годы и дни, уж если я и мечтал о свободе, то в том числе этой болтовни. И всегда, если мог, избавлялся от того, что мешало ходьбе, и при этом собой оставался, и гулял только сам по себе. И не спросясь у эстетов совета, сам решал, куда плыть кораблю. Меня очень не любят эстеты за это, я их тоже не очень люблю. Андрей, у вас много песен про море. У вас есть яхта? Вы выходите в море? Я всегда испытываю совершенно особенное чувство. Несколько раз испытывал, когда в Балаклаве, в Балаклавской бухте, а там, ну, реально интересно есть места для нырялки, потому что эта бухта давняя история, там стояли англичане в свое время, потом там стояли русские, и там на дне много чего любопытного лежит. Я там дружу с местными дайверами, и вот мы сидим на берегу, и проходит прогулочный катер, и оттуда в этот рупор, значит, громко вещают: мы проходим в Балаклавскую бухту, справа на горе вилла Андрея Макаревича. Я так сижу, думаю, не скажешь ведь ничего, им вот они плывут, люди фотографируют, смотрят. Нет, у меня нет яхты, нет самолета. Слава тебе, Господи. Виллу хоть сфотографировали? Вилла хорошая там есть, ничего. Живем в очень динамичное время. Россия год назад и сегодня, да, сегодняшний маразм — это небо и земля, это правда. Со стороны все всегда виднее. Знаете, даже изнутри видно, не обязательно со стороны. Изнутри тоже очень хорошо видно. Как вам Белоруссия? Я Белоруссию обожаю по нескольким причинам. Даже если не говорить о том, что вся моя родня по отцовской линии именно из Белоруссии, из западной. Просто я здесь часто бываю в гостях, а вы прекрасно понимаете, что когда ты приезжаешь в гости, то тебе стараются показать и подарить самое лучшее, а внутренние свои проблемы прячут. Это естественно, мы тоже так поступаем. Поэтому я-то знаю Белоруссию с самой лучшей стороны. Для меня это какой-то совершенно рай, в смысле природы. Вот то, что природу вы сохраняете лучше, чем в России, это действительно так. И я так расстраиваюсь, когда я возвращаюсь обратно, и то, что у вас в 5 километрах от города, у нас надо ехать километров за 80, чтобы найти такой, и все равно будет загажен. Вот. К сожалению. Я в свое время тратил много сил и времени на то, чтобы это как-то, если не совсем остановить, но хотя бы уменьшить. Я подозреваю, что это у нас такое наследие от крови кочевников, которое нам досталось, а вам не досталось. Вы все-таки ближе к Европе в этом смысле. А кочевник гадит без сожаления, потому что утром он сядет на коня и поедет в новое место. Чего ему тут убираться? И это остается в генах, к сожалению.
Андрей, вы очень хорошо выглядите. Да вы что? Гораздо лучше, чем в сюжетах НТВ. Ну, в НТВ что-то мне нарисуют. Андрей Владимирович, что для вас означает понятие русскость? Не знаю. Я никогда не задумывался над этими вещами. Также, что такое белорусскость, что такое английскость, я не очень это знаю. Наверное, это как раз то, что люди чувствуют, а словами это выразить невозможно. Это какое-то ощущение своей земли, своих предков, которые в этой земле лежат, своего воздуха, своих друзей, своего языка. Как вы воспринимаете свои песни в переводе на белорусскую мову? Поскольку белорусская мова, в общем, не очень далеко от российской, я, во всяком случае, могу видеть, могу понимать, насколько это далеко от оригинала, или насколько это близко к оригиналу. Вообще, когда ты видишь перевод того, что ты сделал на другой язык, это всегда приятно, это льстит твоему самолюбию. Значит, это где-то интересно за пределами твоей страны. Но с белорусской проще. Вот, когда я смотрю там песни, переведенные на иврит, например, я ничего не могу понять, и я не могу оценить качество. Мне говорят, вот эту песню хорошо перевели, а вот это не очень. Это говорят люди, которые знают два языка в равной степени. А я из этих двух только один, поэтому приходится верить на слово. Я, кстати, довольно давно перестал читать иностранную литературу, потому что у меня вдруг возникло ощущение, что я читаю не писателя, а переводчика. А язык – это все-таки музыка слов. И можно эту музыку очень здорово искалечить и самому того не заметить, если у тебя со слухом не очень хорошо. Поэтому лучше в оригинале. Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверною дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственную речь, и за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину. И мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне. Как верили, что главное придет, себя считали кем-то из земных и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро, без сомнения, пройдет, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, и вряд ли что-нибудь произойдет. А по улицам шли народы, в небесах трепетали стяги, кто-то